В Ингушетию с рабочей поездкой прибыл замминистра экономического развития России Сергей Назаров. В планах посещения ряда крупных промышленных объектов, объектов агропромышленного комплекса и инфраструктуры горнолыжного курорта Арамхи. Кроме того, глава региона Махмуд Али Калиматов обсудит с Сергеем Назаровым вопросы социально-экономического развития Ингушетии и программы развития ЖКХ. Новый республиканский психоневрологический и наркологический диспансер откроется в конце текущего года в сельском поселении Плиево. Здание рассчитано на 100 посещений в смену и со стационаром на 150 койко-мест. Здесь также планируется создание лечебно-производственных мастерских на 50 мест для трудовой реабилитации наркозависимых с внедрением нового порядка и передовых методик борьбы с наркоманией, а также подготовка специалистов для работы в этих учреждениях. До конца года завершится строительство ФОКа в сельском поселении Барсуки в рамках реализации регионального проекта «Спорт. Норма жизни». На данный момент здание готово на 60%. Спортивное сооружение будет оборудовано тренажерами, спортинвентарем и площадками для занятий борьбой, дзюдо и боксом. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов выразил уверенность, что физкультурно-оздоровительный комплекс станет центром притяжения для детей и молодежи и позволит каждому развивать свои физические способности и вести активный образ жизни. В Ингушетии в рамках празднования столетия ингушской государственности пройдет фестиваль ремесленников «Край мастеров». Ингушские ремесленники совместно с коллегами из соседних регионов дадут мастер-классы всем желающим освоить разные виды ручного творчества. Об этом сообщил глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Глава отметил, что мы в полной мере должны показать нашу историю, культуру и традиции, национальные особенности и ремесла, которыми владели наши предки и передались современному поколению. Участники чемпионата профессионалы получат стажировки в крупнейших компаниях страны и денежные призы, а работодатели-партнеры найдут кадры, необходимые российской промышленности, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В 2024 году были проведены соревнования по более чем 200 компетенциям. Всего чемпионатное движение объединило в себе около 500 тысяч конкурсантов, экспертов-наставников и участников профориентационных программ. В Госдуме планируют подготовить законопроект о запрете продажи и употребления алкоголя лицами моложе 21 года. За нарушение предлагаемых норм будет грозить административная ответственность. Автор инициативы, депутат Госдумы Султан Хамзаев, отметил, что такой возрастной ценз необходим в качестве продолжения мягкой, аккуратной антиалкогольной политики. Мы должны сокращать возраст потребления алкоголя, поднимая вверх существующую планку, подчеркнул депутат. В России с 11 сентября вступили в силу поправки в закон, позволяющие гражданам самостоятельно продавать имущество, заложенное в банке по ипотеке, для последующего погашения обязательств по кредитному договору или договору займа. Новый порядок продажи залогового жилья распространяется на граждан, взявших ипотечный кредит в несвязанных с предпринимательством целях. Для самостоятельной реализации имущества залогодателю нужно направить соответствующее заявление в кредитную организацию.